Жители Сибая такой услугой, как пользование лифтом в многоквартирных домах, не избалованы. Уже привыкли преодолевать лестничные клетки до 5-го, а иной раз и 6-го этажей на раз-два. А те, кто поселился в так называемых высотках, пользуются благами цивилизации аж по нескольку раз в день. И состоянием этого подъемного механизма остаются довольны не всегда. Состояние лифта не всегда бывает хорошим. Но в основном виноваты, наверное, сами жильцы, потому что и бывают и плевки там, и окурки, и нагадят. Но обслуживающая компания тоже не совсем добросовестно относится к состоянию лифта, поскольку частенько лифт не работает. Ну, были случаи, что он и застревал. А в основном очень часто лифт просто стоит. Бывает, часто застревает на 9-м этаже, назад его не вызовешь. То есть, есть нарекания. Лифт – это техника, а она, как известно, не ломаться просто не может. А вот вопрос обслуживания – дело другое. В Сибае насчитывается 7 многоквартирных домов, в которых эксплуатируется в общем 15 лифтов. За их техническим состоянием следит магнитогорская подрядная организация «Общество Лифт», которая зарекомендовала себя в данной сфере услуг. Вот уже 3 года сотрудники фирмы в соответствии с регламентом Таможенного союза осуществляют круглосуточное обслуживание лифтов в нашем городе. В это входят осмотры, регламентные работы, техобслуга, капремонт, диспетчерский контроль и круглосуточная аварийная служба. Все городские пассажирские лифты многоквартирных домов можно отследить в диспетчерской. Наталья Трильева 23 года работает в должности оператора и отчасти помогает вызволить тех, кто застрял в лифте. Для нас инструкция есть. Вот под номером 1. Лифт у нас находится Горняков 40. Вот сейчас мы с вами включили 7-й лифт. Вот мы смотрим. Под номером 7, Булякова 15, 3-й подъезд. То есть уже... Допустим, если я звоню механику, я уже говорю, вот Булякова 15, 3-й подъезд, остановка лифта, застряли люди. Он тут же реагирует, едет, в течение 15-20 минут освобождает. Что происходит в каждом из лифтов, Наталья Владимировна может узнать в любой момент. В практике имели случаи, когда с диспетчером связывались просто так, побаловаться. Вы застряли в кабине? Да. Сколько вас человек? 1. А на каком этаже? На 5. Хорошо, ждите, механик вам подойдет. За все время работы курьезных моментов бывало немало, но в основном всю прелесть вызволения людей из этого подъездного такси испытывают механики. Один из них поделился вот такой историей. Когда там пьяные бывают, по дверям стучат еще или когда много человек заходит, у меня был случай, в лифт зашло. Там надо 4 человека, а зашло 7. И прыгать начали пьяные. Все, он встал, на ловителя сел. Все, я их выпустил. Правда, они еще не хотели выходить, говорили, нас еще вниз давай вези. А же им сказал, все, давайте выходите, ребята. Приехали. Ежегодно городские пассажирские лифты проходят диагностическое обследование, по результатам которых составляется акт, где указывают все выявленные замечания. В соответствии с техническим регламентом срок службы лифта 25 лет. В Сибае этого возраста достигли лифты, работающие в 9-этажке по улице Белова, 40. Один лифт – это Белова, 40. В прошлом году прошел обследование на соответствие требованиям технического регламента по истечении назначенного срока службы. И срок службы ему был продлен. На сколько? На 3 года. По истечению 3 лет также повторная процедура. В случае того, что он будет уже непригоден для использования, что будет? Если обследование установит, что лифт непригоден по какой-то из причин, то в этом случае лифт должен быть выведен из эксплуатации и заменен. Все лифты, которые мы обслуживаем, все находятся в исправном и рабочем безопасном состоянии. Что ж, исправная работа лифтов – это уже хорошо. А если уж пришлось застрять в кабине, то людям не стоит включать режим агрессии, а просто вспомнить истину. Значит, Бог хочет, чтобы вы сейчас были именно здесь. И тему внешнего состояния лифтов сложно оставить без внимания. Мусор, надписи, выжженные кнопки – это результат вандализма и отношения к общедомовому имуществу самих жильцов. И на минуточку им просто стоит задуматься, что новый лифт стоит как минимум 1,5 миллиона рублей. И тут же возникает другой вопрос. Если бы собственники квартир купили бы лифт сами, стали бы они в нем так пакостить. Жаль, что проверить это пока не удастся. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.